А в Москве и Сыктывкаре тем временем подвели итоги первого этапа проекта по увековечению памяти народного учителя СССР Александра Католикова в Московском педагогическом государственном университете. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в этом году землячеству Коми удалось реализовать все задуманное. Ксения Лосева о том, что еще планирует сделать в преддверии юбилея выдающегося учителя, который пройдет в следующем году. «Все дети наши, и мы за них в ответе». Такая фраза выгравирована на мемориальной доске, посвященной великому учителю и наставнику, воспитавшему не одно поколение. Эти слова такие простые и в то же время такие глубокие, говорят об Александре Католикове очень многое. Теперь они навсегда останутся в Московском педагогическом государственном университете, студентом которого когда-то был сам педагог. Наталья Пурышева тогда училась на 2 года старше. Говорит, с появлением Александра Католикова в университете изменилось многое. Он сразу включился в работу, он сразу включился в жизнь факультета и сделал жизнь факультета какой-то немножко другой. Потому что он начал заниматься педагогическими отрядами, он начал заниматься вожатскими практиками. И вокруг него сплотилась большая группа единомышленников. Энергетика Сан Саныча, так звали Католикова его друзья и позже сами дети, никого не оставляла равнодушным. Вокруг учителя и вожатого всегда кипела жизнь, основой которой был труд. Именно через него великий наставник не только учил, но и воспитывал в человеке личность. В университете его дело не забыли, а наоборот продолжили. В МПГУ активно восстанавливают вожатские практики и привлекают студентов к разной работе. Мы продолжаем действительно хранить те традиции, которые были у нашего университета. Мы их бережем, и мы продолжаем, и нынешние студенты, они у нас и создают педагогические отряды, что, собственно говоря, создавал первые педагогические отряды, создавал Католиков на нашем факультете. Что удивительно, студенческим годам Католикова до этого, в отличие от его преподавательской деятельности, уделяли не так много внимания. И вместе с тем, именно в университете из совсем юного студента он превратился во взрослого человека, готового нести ответственность не только за свои поступки, но и воспитание подрастающего поколения. Сегодня в музее МПГУ есть отдельный раздел, повествующий историю одного из выдающихся выпускников вуза. В нашем музее представлено в экспозиции целый блок, посвященный Александру Александровичу Католикову. Это и фотографии, это и документы, его зачетная книжка, студенческий билет и, конечно же, книга, посвященная его жизнедеятельности. Экспозиция включает в себя в том числе и уникальные снимки семейного архива и личные вещи учителя. Их музею передали сами родственники Александра Александровича. Впрочем, и это далеко не все. В московском периоде жизни известного педагога накануне сняли документальный фильм «Католиков. Начало». За короткие сроки собран уникальный материал, сохранен материал. То есть фактически созданы предпосылки для хорошего музея Католикова. Мы говорим не только о Католикове, но мы говорим вообще о культуре Коми. И это очень хорошо, что мы выходим на широкие какие-то перспективы в связи с будущим столетием республики в следующем году. Чтят память великого учителя и в далеком Новосибирске. Именно там Александр Александрович родился, окончил школу и впервые соприкоснулся с вожатством. Делом, которое затем стало не просто занятием на лето, а призванием и образом жизни. Коми-землячество совершило целую экспедицию на родину Католикова. Он тот человек, тот выпускник, на примере которого мы стараемся воспитывать современную молодежь. Ну, к сожалению, далеко не всегда такие примеры сегодня можно найти. Ну, а этот человек, наверное, он впитал все лучшее, что было в школе, тогда в школе номер 10, ну и сумел не просто применить, но и даже развить все то, что он получил. В наступающем 2021 юбилее мог бы отметить и сам Александр Александрович. Нашему выдающемуся земляку могло бы исполниться 80 лет. К этой памятной дате землячество Коми в Москве готовит немало мероприятий. Все они будут направлены на то, чтобы увековечить память о человеке, который отдал свое горячее сердце детям, и чтобы его дело и такие правильные мысли находили отражение и дальше, уже в подрастающем поколении. Ксения Лосева, телеканал Юркан.